Вы смотрите программу «Новый день». С вами Нина Романова. Здравствуйте. На календаре понедельник, 22 мая. И сегодня мы расскажем об уникальных архивных пленках, которые хранятся на Чувашском радио. История архива радио Чувашии берет начало с конца 40-х годов прошлого столетия. В Доме радио находится одна из самых больших фонотек в Поволжье. Она насчитывает около 40 тысяч единиц хранения. Среди записей выступления знаменитых космонавтов Андриана Николаева и Валентины Терешковой, режиссера Иоакима Максимова-Кошкинского и первой чувашской киноактрисы Тани Юн. Сохранились уникальные пленки с голосами поэтов и писателей Геннадия Айги, Якова Ухсая, Петра Хузангая. По архивам радио можно изучать историю республики, строительство Чебоксарской ГЭС, тракторного завода и многое-многое другое. Архив радио – это самое большое и главное наше достояние, богатство, наследие, которое оставили нам сотрудники радио Чувашии, которые работали до нас. Например, где еще могут услышать современная молодежь голос первой киноактрисы Тани Юн, например, или актрисы Ольги Ирсе. Передачи на русском и чувашском языках, песни и даже целые спектакли – все это обладает невероятной ценностью, и очень важно сохранить звуковое наследие. Архивист радио Чувашии Ираида Канавичева рассказывает, чтобы пленки не испортились, нужно правильно их хранить. Нижняя температура 15 градусов и высокая, когда жара, 25. Выше нельзя. Уже идет, портится, начинает пленка. Держим воду под полками. Оцифровка старых пленок началась в 2003 году. Сначала их переписывали на диски, но и они недолговечны. Сейчас записи хранят на серверах. На сегодняшний день уже оцифровано 75% архива. Берем мы пленочку, вытаскиваем ее. Вот это у нас старая запись 1974 года. Вытаскиваем пленку, вставляем и проводим оцифровку. Мы открываем звуковой редактор и начинаем захватывать звук. После того, как мы пленку оцифровали, мы ее можем обработать или сохранить в архив. Удивительно, но в архиве Дома радио нашлась пленка 20-х годов. На ней звучит голос молодого поэта Сергея Есенина. Эту запись в свое время прислали московские коллеги. Пленки из архива радио Чувашии хранят почти 8 десятилетий истории республики, и прослушивая их, можно воссоздать звуковую картину прошлого. И в завершении программы немного о том, где можно интересно провести время. 25 мая в четверг в 18:30 Русский драмтеатр представит трагикомедию французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта «Отель двух миров». А в пятницу 26 мая в 19:00 художественный театр покажет пьесу Тенниси Вильямса «И вдруг минувшим летом». На этом все. Всего самого доброго, ну а завтра будет новый день.